Здравствуйте, меня зовут Александр Хавренко, и между тем не за горами сезон отпусков, и тысячи якутян планируют какое-то время провести на южных побережьях и запастись витамином D перед очередной длинной зимой. Как известно, для Якутии, да и для всего Дальнего Востока в целом, самый быстрый способ попасть на юга – это авиатранспорт. Однако введенные против России санкции в первую очередь очень серьезно ударили именно по авиационной отрасли. Большинство воздушных судов в парках авиакомпаний, в том числе и авиакомпании «Якутия», это суда иностранного производства – американские «Боинги» и канадские «Бомбардье». Дабы не остаться без авиасообщения, авиакомпании в первую очередь перевели все самолеты в российский реестр. Это было сделано для того, чтобы самолеты могли проходить техосмотр и техническое обслуживание в России без участия иностранных специалистов. Вопрос приобретения запасных частей для иностранных самолетов сейчас прорабатывается на самом высоком уровне. Рассматриваются возможности поставок через Казахстан, Китай и Объединенные Арабские Эмираты. Но авиация – это не только полеты на море. Авиакомпания «Якутия» в том числе должна обеспечивать регион и внутриреспубликанскими перевозками и перелетами по территории Дальнего Востока. И тут на помощь приходит флагман российского самолетостроения «Сухой Суперджет». Единственная на Дальнем Востоке авиационно-техническая база по обслуживанию самолетов «Сухой Суперджет» с квалифицированными сотрудниками и сертифицированным оборудованием расположена в Якутске. За прошедшие 4 месяца 2022 года авиакомпания «Якутия» перевезла более 150 тысяч пассажиров. Объемы авиаперевозок по сравнению с тем же периодом 2021 года не сократились и в ближайшее время сокращаться не будут. Так что, несмотря ни на что, самолеты из Якутии будут летать в штатном режиме.